Чужих детей не бывает. Это доказала мать-героиня из Киргизии, воспитавшая 136 детей, из которых 134 приемные. Гульнару Дегенбаеву можно смело назвать героем нашего времени. За 20 лет она воспитала 134 приемных ребенка. Сейчас с ней живут 18 детей. Остальные создали свои семьи или уехали на учебу. Сначала супруги Дегенбаевы выходили мальчика, который замерзал на снегу. Потом решили открыть частный детский дом. Самый частый вопрос, который вам задают, и, может быть, вы слышите это: зачем она это делает? Зачем вы это делаете? Детский дом Мерим Булагы находится в селе Ахбулун Иссык-Кульской области. Был основан в 1998 году Гульнарой Дегенбаевой. Это место раньше, еще в V веке, был монастырем. И вот этот монастырь теперь служит как детский дом. Пойдем. Покажи Арген. Как Арген зовут, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вы? Рад вас видеть. Они уже Что вам такое? показывают Да, все. да, Проходите. У нас тоже надо же, мы тоже, мол, у вас Мерим Булага МБ, у нас Молбулах, М-Булах. Так меня весь Тюбский район искал. Я в шоке была. Почему? Ну, вы дали поручение. Да? Со всех Что сторон. случилось? Все дети забеспокоились, говорят: мам, вы кредит не брали? Я говорю: нет. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня очередное интервью, очень интересное. Я думаю, чувствую, будет хорошее интервью, потому что сегодня мы у вас в гостях, Гульнара Дегенбаева. Женщина, которой я восхищался 13-14 лет назад, и сегодня продолжаю восхищаться. Я рад, что мы спустя столько лет встретились. Спасибо большое за ваше время. Поэтому, пожалуйста, расскажите, кто вы? Обыкновенная женщина. Я просто решила взять детей и помочь им. Потому что в 1998 году ситуация в нашей стране была еще хуже, чем на сегодняшний день в период коронавируса. И поэтому я решила помочь этим детям, реально помочь. То есть я хотела дать им образование, я хотела их женить, замуж выдать. Но я рассчитывала примерно на 30 детей, так как у меня мои собственные средства были. И думаю, 30 детям реально помогу. Так как на тот период очень много детей было на улице. Вместо 30 детей у меня получилось 149 детей. На сегодняшний На день? сегодняшний день, потому что все прибывали дети. А когда ты уже окунешься в этой помощи, ты чувствуешь энергию, ты чувствуешь радость, что ты можешь что-то помочь. Какие-то реальные есть результаты. Дети поют, танцуют, кто-то математикой увлекается. И ты, когда живешь в этом, и еще приходит ребенок совершенно больной, брошенный, никому не нужный, и ты говоришь: ничего страшного, в тесноте да не в обиде, пусть заходит, будем жить вместе. Этому мальчику было 3 годика.
Он сам украинец по национальности. Когда мне сказали, я только начала собирать документы, мне сказали, что этот ребенок может погибнуть, если вы сейчас его не заберете. Ну, естественно, я поехала и увидела такую картину, что бабушка лежит парализованная, а мальчик, значит, ползал по дому. Как бы такие вот, ну, темно было, я не очень хорошо разглядела его, и смотрю, что ползает. И я потом увидела, что это ребенок. Когда я его взяла на руки, у него в руках была ножка дохлой вороны, он ее обгладывал. И, конечно, в моей жизни это все перевернуло. Вот, и еще хуже, когда мне врачи сказали, что он не будет жить. Я, конечно, стала бороться за его жизнь. И в конце концов, через 6 месяцев я просто выцарапала его из смерти. И он был единственным талисманом, потому что я сказала, что если этот мальчик выживет, то я буду продолжать помогать детям. Если он не выживет, тогда я просто возьму и уеду, заберу своих детей и уеду куда-нибудь за границу. Она замечательный человек, конечно. Не каждая женщина может взять столько детей, воспитать. Не у каждой хватит терпения. А она сделала это. Ну, сильная женщина, конечно. К сожалению, когда уже наше государство стало приходить в себя, вместо того, чтобы меня поддержать, они все накинулись на меня. Почему 149 детей? Потом уже вторая череда началась. Почему именно это здание вам должно быть вместе с такой территорией? И пока я доказывала, что надо детей обучать труду, что надо, чтобы у ребенка было пространство, ведь дети пространства, они совершенно другие. Они знакомятся с биологией именно вот реально, практически. Да. Они видят горы, они видят озеро. Это очень-очень большое влияние именно на их сознание. То есть вот это вот все в купе как бы очень-очень хорошо, плодотворно влияло на ребенка. И он через 2 дня уже сразу, значит, реабилитируется, он чувствует себя уже свободно, потому что я ему говорю, ну вот как хочешь меня называй, меня зовут Гульнара. Хочешь Гульнара называй, хочешь там, ну хоть как ты хочешь меня, так и называй. Вот. И он смотрит там, ходит, и через 2 дня он говорит, мам, меня суд сразу. Все. Уже все, он уже это мой. Чащими, да. Это мой. Хотя очень большие трудности были, но я все равно не обращала внимания на трудности, потому что мне нужно было спасать детей. Да, вот я просто взялась как мать, как орлица, там, как, я не знаю, как тигрица. Просто вот так вот схватила их и говорю, нет, значит, вы когда-нибудь меня поймете, что я хотела. А что, есть ограничения по количеству детей? Или почему? Как бы, наоборот, мне кажется, должны поддерживать, говорят, ну здорово, что ты еще кого-то взял, да? Вот. А в чем проблема? Я что-то не понимаю. Вытащили какой-то закон какого-то 1999 года, закон о приемных семьях. Там, где четко описано, что 12 детей всего лишь. Ну, на тот момент я, в общем-то, все равно, я нарушала закон, потому что я видела, что дети называют меня мамой, у нас доверительные отношения. Вот, и я все равно нагло, значит, воспитывала этих детей, потому что я понимала, что если они у меня заберут их,
то ребенок окажется на улице. Такого митинга Бишкек еще не видел. 60 детей у здания Верховного суда требовали справедливого решения и пели песни о том, что завтра будет лучше, чем вчера, и о том, что надежда – их компас земной. Гульнара, директор и мама детского дома, не раз рассказывала о звонках судей, которые требовали денег за правильное решение. Знаете, говорит, по поводу суда. Я, естественно, стала прислушиваться. И он говорит, вы, пожалуйста, прямо сегодня, говорит, если вы сможете, говорит, привезите нам деньги. Если это самое, подъедете к Базаркулову, зайдете и скажете, что вы привезли деньги. Все. Это судья. На сам судебный процесс журналистов не пустили. Камеры смогли запечатлеть лишь то, что случилось после того, как судья Кулматов отменил решение нижестоящих инстанций. Дети кричали «Рахмат» и «Спасибо», а мама Гульнара не могла сдержать слез. Никто не ожидал такого решения судей. Вы знаете, когда мы только заехали, очень интересно получилось. Маленькие дети, они прям чувствуются, что они здесь такие энергичные, счастливые, там еще общительные. Да. Сразу Арген, по-моему, мальчика зовут, повел, там, говорит, она должна быть здесь, она там где-то на кухне, и как-то вот. И это показатель. Здесь как бы мы же, приехали, и это круто, что они для них создали, по сути, семью, дом. Да. Что нужно в обществе? Ситуация же такая, она плачевная. Что нужно делать вот системно? Вот какие решения вы видите? Что нужно делать? Ну, во-первых, сейчас как бы все взялись бороться с коррупцией, то есть за хвост схватили и борются с этой коррупцией, понимаете? К сожалению, нас, практиков, никто не слушает. Я думаю, что бороться с коррупцией нужно еще тогда, когда девочка вот-вот собирается замуж выходить, понимаете? Когда она забеременеет, замуж выйдет и забеременеет, вот там коррупция, вся коррупция начинается там. И вот оттуда начинать надо бороться с коррупцией, понимаете? Потом в роддома переходить, с роддомов потом ребенок родится в садике, потом с садика в школу, потом со школы в вузы и так далее, далее. И потом уже переключаются на те места работы, где они будут работать. Сейчас вот такая проблема. Поэтому как-то не хотят они углубляться в эту, но все равно когда-либо они придут к тому, что именно отсутствие культуры, отсутствие образования, воспитания, это все привело к тому, что сейчас мы видим. Вы сказали бороться с коррупцией, по сути, с утробием матери, вы сказали. Да, как вы воспитываете детей? Чему вы их воспитываете? Да. Ну, я воспитываю и мальчиков, и девочек. Мальчики видят отношения, допустим, мое спокойствие, моя уравновешенность, она очень многое дает в семье, в нашей семье. То есть девочки берут пример с меня, естественно. Мальчики, хотят они, не хотят, они тоже будут брать с меня пример. То есть если я хозяйственная, если я, решаю какие-то вопросы, но советуюсь с мальчиками, потому что они же далеко смотрят. Я говорю, мальчики, я бы хотела с вами посоветоваться. Вот на улице у нас вот эта проблема. Хотя я, в принципе, знаю, что нужно делать, но я с ними советуюсь. То есть наталкиваю детей, мальчиков особенно, на самостоятельность, да. И, естественно, когда какое-то насилие происходит где-то, и мы слышим об этом в средствах массовой информации, я обсуждаю и хочу услышать все-таки, как мальчики и девочки оценивают эту ситуацию и что они видят в этом. Естественно, у мальчиков они это все видят. И когда они уже создали семьи, после таких вот воспитательных работ, я смотрю, как мальчики относятся к своим женам. Это просто круто. Это просто круто. Они, во-первых, с огромным уважением. Во-первых, дети, как они трепетно относятся к своим детям. Они просто звонят, мама, он не пукает, или она нет, там что-то у нее, там она рыгает, что-то мне делать. У меня это вот создают прекрасные условия для того, чтобы их дети в хороших условиях росли, воспитывают, а потом привозят ко мне их.
на лето оставляют. Мама, они должны обязательно Как вашу... еще бабушка. Да, как бабушка. Они должны обязательно вашу любовь почувствовать. Я говорю, это вообще круто. И когда они приезжают, я самый счастливый человек, потому что на тот момент, когда они были маленькие, мое время государство отняло. Вот, всевозможными судами, всевозможными разборками. Вот. И сейчас у меня такое золотое время, когда я спокойно, как бы под защитой своих взрослых детей уже, и они привозят детей, я просто кайфую, и у меня другой эксперимент пошел. То есть, а сейчас с этими внуками уже тоже своего рода такой вот хороший эксперимент. Новый опыт получаете. Да, совершенно новый опыт. И самое главное, что 3-летние дети, с ними можно договориться. Вы знаете, многие родители кричат на них там: вот, ты такой, ты сякой, да? А я с ними договариваюсь. Если дети не кушают, я говорю: так, давайте мы с вами договоримся. Вы мужики, вы девчонки, вы классные, я хочу с вами договориться. И они такие сразу на меня, у них такие умные глаза, они сразу на меня. Так, если вы сейчас, значит, то-то, то-то сделаете, я, значит, готовлю для вас сюрприз. Значит, вы сейчас должны все скушать. Потом мы с вами идем туда-то, туда-то. Потом мы, значит, сюда. А потом я делаю для вас сюрприз. И так далее, и так далее. И они выполняют четко, конкретно вот эти все. Здорово. Очень хочется посмотреть, как ваши дети живут. Вы покажете? Да, конечно. С удовольствием. Видите, это парниковым методом сажаем Круто. огурцы, там, чтобы пораньше дети уже витамины кушали. Супер. Значит, там у нас скотина, сейчас она в горах. Мы сейчас хотим здесь, ну, все в порядок привести. Видите, на вот земле? Классно. Здесь тоже были, да? Да, Тяжбы? были. Мы только в этом году закончили, и поэтому мы сейчас здесь ничем не занимались, потому что суды шли. Будем покупать семена хорошие чеснока и попробуем посадить. Вот. Здесь это вот наши дрова. Круто. Мы же углем топим. Посмотрите наших пчел. Понятно. Так, Петя. О, как круто! Какая красота! Супер. И сейчас хотим очень много красивых деревьев вон там понасажать. Мы уже посадили там ели, и вот скотина вся поела их. А тут не огорожено, да? Не огорожено, вот теперь нам дали разрешение огородить. А тут вода куда-то идет? Это что у вас? родниковые воды. Родниковая вода? Есть родник? Да, очень много родников здесь. Классно. Можно спустимся? Прям интересно. Вы пока спуститесь, Хорошо. я посижу. Хорошо, давай. Пойдем. Так, кем ты хочешь стать, Захид? Пока еще не решил. Пока еще не решил. Что тебе интересно? Бизнес. Бизнес? Какой бизнес? Какая сфера тебе нравится? Ну, вначале я пробовал заняться куплей-продажей, Так, но в принципе получалось. получалось? Да. Так. Что нужно для купли-продажи, знаешь, да? Стартовый капитал. Нет. Что? Улыбка? Так вот здесь, если загородить Да, сетями, да. то через год здесь просто кишит. Да. Он Тем рыба более- хоть куда может двигаться. Тем более вот тут Курментинская речка впадает, она вот так змейкой. Серьезно? Сюда падает? Да, сюда впадает. Вау! С гор. Классное место, да? Первый раз на Иссык-Куле вижу такое место. Вон небольшой этот родничок. А ты когда, сколько лет ты уже здесь находишься? 4 года. 4 года? Да. А в Бишкеке где ты жил? У бабушки своей. У вас с бабушкой жил, да? А сейчас бабушка? Сейчас бабушка, ну, уже не в состоянии. Угу. А моя тетя познакомилась с нашей мамой. И я приехал сюда на несколько дней буквально. Угу. Мне дали шанс, да? Сказали, если понравится, можешь остаться. Выбирать тебе. Угу. Ну, через день я уже не думаю, мне весело, детей много. Мгм. И я решил остаться. Круто, классно.
Я воспитала здесь 11 национальностей детей и разных вероисповеданий дети. И поэтому здесь терпимость друг к другу, она идет красной линией. Дело в том, что это модель, которую вообще-то все страны могут взять эту модель, как нужно жить в мире и согласии людей разных национальностей и разных вероисповеданий. При этом за все время, пока я воспитывала своих детей, ни один из них не сказал, что ты христианин, ты мусульманин, ты русский, там, ты узбек, ты таджик и так далее, и так далее. То есть дети заняты совершенно другим, они заняты развитием, они считают себя братьями, сестрами. То есть вот идут они в жизнь, в общество уже подготовленными миротворцами, скажу так. Миротворцы. Да, это миротворцы, потому что они все равно равняются на маму, а мама всегда миротворческая. Я, например, всегда веду миротворческую работу везде, где бы я ни была. Вот такая должна быть культура и воспитание, наверное, во всей стране, потому Совершенно. что очень многонациональная страна. И еще самое, вот, знаешь, в Кыргызстане как делится сразу на регионы и все такое. Да, это самая большая ошибка вообще наших и руководителей, которые, в общем-то, сами первые начинают делить там, на регионы, там, на родовые, племенные такие отношения. Да? Но это очень большая ошибка, очень большая ошибка. Получается, по большому счету, мы многих проблем в обществе могли бы избежать, если в семье просто воспитывали бы какие-то правильные ценности. Совершенно верно. Совершенно. Основа здесь. Да, и это в основном ложится как бы на маму. Потому что мама постоянно, она когда готовит кушать, она с любовью должна приготовить. Не так, как она, вот вы меня замучили, да вы такие, да вы сякие, я вот вам жрите, нате. Есть такие мамы. Вы извините, будет ли там любовь или вообще вырастет ли там нормальный ребенок? А когда ты говоришь, дети мои, я вам сейчас такую вкусняшку приготовлю. Я вижу, что они все эти витамины съедают. Я так прищурюсь, такая, ну да. Операция успешно завершена. Вот что должна мама делать? Мама, это не то, что она там должна с утра до вечера стирать, там, там все это делать, потому что и стирать, и убирать, она должна совместно с детьми это делать. Научить детей. Да. Дети должны всегда, они не должны сидеть, а мама там должна упахиваться, да. Папа, естественно, с мальчиками, он выполняет свою работу. То есть они уставшие приходят, значит, мама уже все приготовила вместе с дочерями, там все, значит, дома чистота, порядок, значит, приготовлено все. Естественно, они поедят, им это хорошо, значит, они уходят опять в свою работу. То есть у них нету конфликтной ситуации. Воспитание даем, образование даем. Но в какой-то же момент женщина может тоже реализовываться и работать. Конечно. Когда этот момент приходит и наступает? Вы знаете, Идеальное время, когда это? Женщина всегда может время себе выбрать. Вот, например, я сама писатель, я пишу. Кстати, я вам тоже подарю книги свои. Классно, спасибо. Я пишу методические руководства. Более того, я нахожу время покопаться в огороде с детьми. Значит, я нахожу время поруководить строительством. Я нахожу время еще попеть. Я пою. Вот. Я сейчас занимаюсь вокалом вместе с детьми. Классно. Вот, ну, то есть женщина развивается. То есть мама, если она захочет, она будет развиваться. Но если она не хочет, она хочет, чтобы за нее кто-то что-то сделал, то, естественно, она не будет развиваться. Кто ей мешает? Никто ей не мешает. Разве муж будет против, если она, допустим, начала писать сказки, например, или начала петь? Там, разве он будет? Наоборот, он будет радоваться. Он будет радоваться, что она развивается. Он, наоборот, к ней интерес будет проявлять. Он будет любить. Если она будет постоянно ныть, то у нее этого нету, то у нее этого нет, и она часами может там с соседкой разговаривать на какие-то бестолковые темы, то потом она приходит, то она не успела кушать приготовить, то она не успела. Но, естественно, это тоже будет конфликтную ситуацию вызывать, понимаете? Мы с вами чуточку поговорили, что вот эти истории с насилиями, да, в семье, все да. такое. Многие даже сразу критикуют. Конечно, это очень нехорошо. Вообще даже вот
деньги на женщину, даже на любого человека, неважно, это на мужчину, женщина, руку поднимать, это... Она забитая женщина, она незащищенная женщина, у нее страх, значит, перед мужчиной. А это, естественно, ей уже заложили в детстве, понимаете? А мужчина, тот, который издевался над ней, вот недавно случай был, тот, который издевался над ней, он самый трусливый человек, он тоже не получил никакого ни воспитания, ни образования. Он никогда не читал сказки о добре, ему никогда не читали сказки. То есть, и, естественно, он видит перед собой жертву, которая постоянно боится его, а у него в этот момент появляется сила. Еще дух больше. Да, дух, он издевается просто над ней и получает от этого кайф, понимаете? А на самом деле он самый трусливый человек. Ну, если ты такой хочешь кайфа, ну иди с мужиком подерись, да? Адреналинчика, да, если хочешь. адреналинчика, если ты хочешь, да? А он видит, что она еще больше боится, и она молчит. И он настолько ее запугали, ее еще в детстве, там родственники давление делали на нее, что она потом, даже получив вот такое оскорбление, вот такое унижение, вот такое вот физическое насилие над ней, и она идет еще и выручает его. Вот насколько ее сердце доброе, да, такое. Это, ну как, посадили его в тюрьму, как же так? Вот это вот большая, конечно, незнание, необразованность наших женщин. Гүлнара Дегенбаева бул балдар үйүнөн тарбияланып, ой тарткан соң аларды үйлөп жайлап, очор бачар үйлөө болушуна далба сурат. 11 жашында ушул үйгө келип бала ото болуп калган Владик Крушконова үйлөнтүп, кыргыз элинин каада салты менен дүңгүрөтүп той берди. Албетте аларды мусулман кылып алышкан жок. Өзлөрүнүн динин тутуп, чиркөөгө барып нике кыйдырып келишти. Кыздын төркүндөсүн чакырып, эшиктер көргөзүп, энесине алтын чынжыр тагып, тайенеси таятасына чапан жаап, жерге жегине белек бешкектерин беришти. Мындай сый урматка ыраазы болушкан орус улутундагы куда-кудагыйлар сүйүнгөндөн көз жашылап, ал эле эмес, алакан жайып бата тилеп турушту. Албетте, мунун баары кызы Аленанын бактысы үчүн экенин көз жазымда калтырууга болбойт. Очень гостеприимный. Аябай меймандос чоң үй бүлө экен. Жакшы баланы тарбиялашыптыр. Балдарга зор көңүл бурушаарын көрдүк. Кызыбыз ушундай бүлөгө туш болгонуна ыраазыбыз. Бактылуу болушса болду. Жетим балдар үйү десе эле башкача элестетчүмүн. В такую семью. Аттестат алдың, эми өз алдыңча турмуш кечир дебеген Гүлнара Орозбаевна баарын үйлөнтүп, жайлантып, 11 неберенин бактылуу чоң эне тайенеси. Анда орусу, кыргызы, ар улуттан бар. Айылдыктар мындай эрктүү, чыдамкай аязаты көп болсо дешет. Бизде межнациональный детский дом болгондой да, биздики. Мисалы, ар кайсы нация бар бизде, толтура. Орусу да, кыргыз, узбек, уйгур толтура. Şu бүт барын арасында тарбияны şu мам берген да бизге. Эч качан мындай бөлмөлөр жок. Орус, кыргыз, баары бири-бирин сүйүп. Мы не будем раскрывать все детали, но один из ваших сыновей стал работать прокурором. И когда он чисто по-профессиональному, где-то по-человечески просто помог одной женщине с ее ситуацией, женщина решила ее отблагодарить. А что он сделал в этот момент? Когда он уже заступал на работу прокурора, я всегда говорила, ты сразу не применяй карательные меры, как прокурор. Постарайся объяснить человеку. Если он не исправит то, что он сделал незаконно, значит, может быть, он от незнания это. А ты ему подскажи, ты же знаешь законы, подскажи, не поленись, подсказывай, вот здесь вот так вот, вот здесь вот так вот, попробуйте. Если он не сделает после того, когда ты подскажешь, тогда ты можешь применять уже какие-то меры. Ну и, в общем, один раз он мне рассказывает о том, что принесла женщина, пришла, значит, и вот он решил очень справедливо в ее пользу. И она, значит, приносит в конвертике денежку и ложит перед ним, говорит, возьмите, пожалуйста. Он говорит, нет, я не возьму ваших денег. Он говорит, а вы, говорит, у вас есть в вашей махале, ну, женщина-узбечка была, в вашей махале есть, говорит, там, бедные люди? Она говорит, ой, много, там без муки сидят. Вот, говорит, вот соберите всех, говорит, и купите им и муку, что им нужно, говорит. Вот на эти деньги. И она, говорит, расплакалась, говорит, я в жизни, сколько я здесь живу, я не видела такого прокурора. Вот. И, в общем, это сарафанное радио, в общем, разнеслось. Я говорю, вот этим
вот так ты будешь созидать, если ты будешь вот так созидать, говорю, у тебя все будет. Вот я говорю, за твои заслуги ты сам не будешь замечать, каким образом ты, во-первых, уважение заслужишь. Представь себе, эта женщина заплакала. Да. И она, естественно, это еще хотя бы минимум... В момент. Да, она минимум 10 человекам расскажет об этом. Понимаешь? К тебе уже совсем другое отношение будет. То есть люди, у людей вера у них, надежда, да. Это появится у них базисные ценности. Это и справедливость, и мир, и культура, и все остальное. Это же ценности. Конечно. Потому что у него есть вера. Понимаете? Ему не обязательно пойти верить Богу, а просто поверить человеку, что он справедливый, он все постулаты Божьи выполняет. И представь себе, и ты можешь быть светом для них. Вы можете поделиться своей самой заветной мечтой? Заветной мечтой? Быстрее бы закончится вот эта пандемия. Заветная сейчас у меня мечта, чтобы все те люди, которые заболели, вылечились, потому что я каждый день молюсь за них, за весь мир. Вот. И хочу, чтобы после после вот такого вот карантина люди уже совсем по-другому начали задумываться над тем, о чем сейчас мы с вами говорим, поняли нас. Вот те зрители, те люди, которые будут слушать нас. И хочу, чтобы они совсем по-другому подошли уже к миру, понимаете, к окружающей среде, к детям, вообще в мире, понимаете. Тогда, я думаю, мы будем счастливы. Когда-то произведение Чингиза Айтматова «Материнское поле» на меня очень сильное впечатление произвело. В детстве еще. Я так рыдала. Я несколько раз читаю и несколько раз рыдаю. И оно тоже какую-то роль сыграло в моем дальнейшем развитии. Формирование. Да, формирование, развитие. Ну а здесь вот этот, например, преподобный Ираклий, он жил здесь. И жил здесь один из тех, которые остались живы. И меня пригласили на обед. На обед пригласила Светлана Владимировна, это Медведева, она тогда была супругой президента Медведева. И она меня пригласила на обед. Я даже ее не знаю. Ну, в общем, она говорит, я еще слышала, что вы детей-сирот воспитываете. Скажите, пожалуйста, а чем я могу вам помочь? Я говорю, если у вас есть возможность, говорю, помогите мне дать детям, говорю, бесплатное образование. Ну и, в общем, вопрос решился. Там, да, стали выделять квоты. А, естественно, чтобы соответствовать этим квотам, то мы должны еще дополнительно заниматься. И я тут как начала трясти меня, колбасить. Всех репетиторов сюда, математиков сюда, русских. Сюда приходят репетиторы. Да, и приглашаю иностранцев тоже. Ну, сейчас, к сожалению, в этом году не получилось, чтобы они на лето приезжали сюда, и английский, там, французский изучали. У меня очень много детей в совершенстве владеют и французским языком, и английским, и турецким. В общем, у меня одна девочка 7 языков знает, арабский язык знает. Вот и представьте себе, получив такое воспитание, плюс еще образование, любовь, духовное образование, ну разве плохой мальчик получится или девочка? Вы сейчас такую вещь, в которую я верю очень сильно. Вот вы сказали, когда вы выступали, там, я так понимаю, и, возможно, жена президента была или слышала, потерпите, мы встанем с колен. Да. Вот в это я верю. Да. Потому что очень талантливая молодежь. И вот напоследок, что бы вы хотели сказать, не знаю, женщинам, мужчинам, руководству, просто людям? Что от сердца вы хотите сказать? Я бы хотела, чтобы наши люди, как бы у них было качество такое, воспитывали в себе качество терпения, сострадания, доверия, любви. Ведь это самые высшие духовные силы, понимаете? Вот. И этим все сказано. Тогда они, если это в семье будут они применять вот эти вот силы, то тогда, естественно, мы с колен встанем. Если в каждой семье вот это будет.
понимаете, присутствовать. Потому что сострадание и жаление – это две разные вещи, Да, понимаете? Именно сострадание. Если муж сострадает своей это жене… качество же сердца определяет, мягкость. А жена сострадает мужчине, мужу своему, с пониманием относится. И они вместе сострадают своему ребенку, а ребенок сострадает своим родителям. Вот вам и все семейные ценности, они там будут, все базисные ценности. Если базисные ценности в семье будут, то они будут и по стране, понимаете? Никуда наши чиновники не денутся, потому что это будет народ весь такой созидать, понимаете? И они будут вынуждены тоже взять это на вооружение. Они вынуждены будут. Все будут счастливы. А счастье в чем? Люди думают, что счастье, он пошел, машину купил или дом построил, он весь счастливый такой. Он не счастливый. Он поживет там месяц, ему надоест, он поездит на этой машине, надоест. А вот самое главное счастье в человеке – это отношения. Понимаете? Вы знаете, вот самому такому маньяку, если даже подойдешь, который… Он же не просто стал маньяком, он же не родился маньяком. Ну, да. Это его общество сделало этим маньяком, понимаете? Там, может быть, еще в утробе какую-то травму он получил и так далее. А вот если к нему с любовью подойти, с пониманием подойти, а он же может измениться. Конечно. Понимаете? Конечно. Любовь – это такая сила. Вот Бог есть любовь. Вот все говорят, Аллах есть любовь. Понимаете? Кришна есть любовь. И Иисус есть любовь. То есть во всех религиях только говорят о любви. Да. А почему мы слышим это, но не делаем? Надо делать эту любовь. И ходить и оставлять любовь божественную. Там кушать приготовил с любовью, там, поговорил с любовью, улыбнулся там, и так далее, и так далее. Не обязательно там мужчине признаваться в любви, а любовь-то она разная бывает. Ну, да. Всяко разная. Над чем вы сейчас работаете и о чем вы думаете? Что вы хотите сейчас сделать? Да. Я уверен, я что сейчас, проект, идеи есть. Я сейчас уже начала вот такой проект. Говорят, откуда у вас времени столько? Ну, я нахожу время и хочу пожелать всем женщинам, находите время, не ленитесь, думайте. Вот этот проект, значит, в 1942 году, значит, Токтогон Алтыбасарова, значит, вот именно здесь, на заливе, значит, она приняла блокадных детей, 160 детей блокадного Ленинграда. И она их здесь приняла и поселила их в этом доме. Вот. Она в 2015 году приехала сюда, дала нам благословение. И я только в 2015 году узнала ее вот этот героический подвиг. 160 детей, 17-летняя девушка берет ответственность изможденных, больных, испуганных детей блокадного Ленинграда. Мы к этому времени уже довольно много видели мертвых лиц, привыкли. И нас не так удивляла мертвая мать, как живой ребенок. Дети, которых мы находили, это скелеты, обтянутые кожей. Но глаза производили ужасное впечатление. Глаза как будто говорили, что я жив, я хочу жить. Блокадных ребятишек приютила в 1942 году Киргизия и стала их доброй матерью. Когда к нам в Курменты привезли маленьких ленинградцев, рассказывает Токтогон Алтыбасарова, увидели мы их и испугались. Что делать-то будем с такими исхудавшими? Мы ему кашу, а он: где мама? Мама моя где? Выбежим на улицу, наплачемся и снова кормить. А теперь вот какими стали наши ленинградские дети. И она ни одному ребенку не дала умереть. И она в 1952-53 годах она вернула этих детей на родину. Оказывается, привезли 210 детей. Из них 160 она забирает, а остальных
Наши женщины здесь, значит, по двое, по трое их взяли, оказывается. Да. Я сейчас 6 нашла. И решила сделать, значит, такой вот парк, аллею матерей, значит, и уже я стелу сделала, уже вот здесь вот стелла ее будет, вот, стелла ее будет. Здесь будет 3 музея, это посвященные Токтогон Алтыбасаровой. Здесь вот у нас, видите, здесь раньше в 16-м году стоял храм, большой храм. Его сожгли в 16-м году, и мы решили просто установить такой поклонный крест, как бы отметить, что здесь это было. Значит, и, значит, 3 музея, организовать 3 музея. То есть, таким образом, мы опять объединяем народы России, народы, значит, Армении. Она была мусульманкой. То есть, мы объединяем таким образом всех, кто участвовал здесь в нашей жизни, здесь, в нашем регионе. Это какой-то культурный, исторический центр, да, культурно-исторический центр. Да. Спасибо большое за очень интересное интервью. Самое главное, очень искренне. Все, что вы делаете, это вы настоящий пример для подражания. Спасибо. Поэтому вы, наверное, одна из самых великих мам нашей современности. Столько детей воспитать, и вы еще продолжаете это делать. Дай Бог вам сил, здоровья, чтобы у нас... Ну, знаете, я что говорю? Вот детские дома есть. В идеале я хочу, чтобы детских домов было все меньше. Не было их совсем. Чтобы их вообще не было. И вот если есть они, ну, как бы, чтобы они были в наилучшем виде, где, по сути, это уже не детство, это просто большая семья и большой дом. Да, это большая семья. Вот, поэтому спасибо вам большое. Да, спасибо вам.